Видимость, конечно, хреновая. На улице вроде не темно, а видно что-то плохо. Слушай, может это? Мы его эту поценим. В общем, сегодня уже, друзья, ни хрена не 12 июня. Сегодня воскресенье 13 июня. Час ночи. Уже давно не День России, уже к сутки как... Ой, сутки. Целый час как уже не День России, но так как мы только что вот сели более-менее нормально в избу, день заезда он всегда такой. Потому что одно, другое, третье. Вот почистили рыбу, хотели идти в одну избу, пошли, смотрим, тучи набегают. Та изба далеко от реки. Весь шмурдяк, пока мы то, что у нас в лодке перенесем, это у нас полночи пройдет. Рыбку почистили, посолили щук, ну, все посолили, приготовили. Думали, поедем-ка мы лучше в избу у Сереги, у Сани. Здесь как-то уже спокойнее, роднее. Переехали, пока подняли одну сумку, вторую, дождик моросит. Комаров, вот если сейчас я сделаю минуту молчания, вы услышите, я не знаю, слышно, не слышно, просто гул комаров. Тихо. Слышишь? Мало того, что гудит, так они еще и бьются куда-то, если это не дождь. Очень много комаров. Ну, зажгли спираль, печку не топим, потому что тепло на улице. Вот такая вот у нас сегодня вкусняшка. Просолились. Соли не пожалел. А потом все это промыл. Вот такой вот хариус и щучка. Остатки былой роскоши. Шашлычок. Ну, у нас еще есть мясо. Завтра будем шашлыки по новой жарить. Чтобы не испортились, нужно завтра. И жареная картошка. Бегали, в итоге кое-что опять забыли, но уже разделись, разулись, приготовились ко сну и не поедем. Не пойдем в лодку, потому что уже все, надоело. Достали 3 стопочки. Стопочки у нас вот сегодня такие малюсенькие, потому что мы сами малюсенькие. Так, а где у нас? Что у нас? Что, фрут-мотив будем пить? Или как? Куда у нас? Сейчас, дай-ка посмотрим. Сейчас, ну-ка, давай, Славян. А я пока, наверное, порежу рыбку, если ты мне ножик дашь. Ножик, да. Так, пока спираль горит, я, наверное, попробую даже раздеться или что. Слушай, ты сюда положил тут ножик. Вот он. Я, наверное, быстрее. Комары закрыли сегодня? Нет. Комары, да, сегодня у нас с тобой. Держи. Поставили пауэрбанки на зарядку. Слушай, это нам надо? Так, мне опять надарил кучу блесен здесь. Не знаю, успею завтра все испытать, не успею. Завтра покажу, если что. Лягушка вот такая. В общем, будем пробовать. Мы с этим, да, другом? Ну давай, День России, так День России, что уже. Да. Вот такой дружочек у нас. Видно, не видно, наверное, там. Видно, хорошо видно. Видно. Ага, он хорошо видно. А так, наверное, еще лучше будет видно, где у нас фонарик. А вот так вот, о, смотри, давай-ка, вот так вот. Вот так. Вот так вот, наверное, вообще шикарно видно, да? Вот так вот. Вот с такой бутылочкой мы будем сегодня отмечать День России. Вам, кстати, тоже нальем. Вот 3 стопочки небольшие. Что, давай ты начисляй, а я порежу рыбку. Так, подожди, ты пока ножик нет, я сейчас его вскрою, так скажу. Вскрытие показало, да? Угу. Мыши до того хитрые. Мы уже матрасы повесили на проволоку осенью. Так они умудрились, как акробаты, по этой проволоке пробежаться и все-таки устроили гнездо на одеяле. Распотрошили одно одеяло, вытащили всю вату и балдели, видать, всю зиму в этом одеяле. Надо что-то думать, чтобы они так не делали больше. Накажу. Так. Что-то я хотел. Зачем это стало руки вытереть? Мелко кусками не буду резать? Нет, так, чтобы рот радовался. Большому куску рот радуется. Да. Я надеюсь, уже просолилось. Сколько времени? Часа 2 уже прошло, наверное. Полтора точно. Примерно, да. Славик сегодня хотел хариуса на малосолку. Вот тебе, пожалуйста, хариус на малосолку.
Я наливаю, да? Да, кажется. Тут придется полную наливать. Потому что тут мензурки. Естественно, Ой, смотри, прям передал тебе, блин. Вожуха прям тебе придет. Так, И, не могу я так резать. ну и друзьям. Я даже позвоночник не может нож отрезать. Да ладно. А, такой крупный харю, что это Ну что, острый? позвоночник не может резать. Смотри, какой плавник, да? Угу. Здоровяк. Ты, наверное, это... Вот, Славик даже удочку сломал сегодня. Пока доставал этого хариуса. А удочка, блин, Шимана Катана, ребят. Не покупайте это говно. Не покупайте это говно китайского производства. Настоящее. За 1400. Ну, это я рассказывал тоже какой-то, не помню, то ли Магна, то ли что, за 1300 покупал. Ну, лет, наверное, уже, не знаю, 8 назад. Да не, просто я сам, видишь, резко. Ты же сам. Резко так же дернул, у меня в 3 местах переломалось. Да любой, мне кажется, резко дерни, она сломается. Ну, по дурости можно и кое-что еще сломать, знаешь. Так что. А, то, что ты на блесну сегодня вешал, который последний яйцо был. Да. Кстати, да? На что сегодня клюнуло? Да. Вот так вот. И Ну, извращались. я Ты, говоришь, соленую щуку не пробовал, да? и не буду ее пробовать. Я хочу хариуса. Да? Да, я хотел хариуса, а ты хотел щуку поймать. Ну, хорошо. Ну, ты поймал себе щук. Ты сегодня меня сделал. Ну, не сразу, не сразу. Поначалу отрыв был даже на 3, даже, да? На 2. На 2 где-то, да. На 2. Ага. У нас или тарелка маленькая, или рыбы, Или тарелка маленькая. или рыбы много. А рыбы, да, всегда должен быть больше. Ну, на рыбалке, да, без рыбы это как? Ну, мы сегодня хотели малосолку, мы сегодня ее сделаем. Да под коньячок. Да, ну, наконец-то у меня получилось это. Вместе с вами. В следующий раз, Славик, я с твоим ножом, наверное, Распрощались, да? самого скажу, чтобы ты это. Хорошо. Так посмотри, он же острый, так потрогай. Или я не умею. Ну так-то да, острый вроде. Да ты чего, он настойчивый? Может забриться? Смотри. О. Видишь, легко и просто. Сам точишь ножи. Сам. Чем? Я? Точилкой. Вручную. Точилкой жук? Нет? Вручную. Вручную? Без станков, без ничего? Ну, сначала станочком так сделаю, а потом... Нет, станки-то сейчас есть жук, там все такое. Нет, у нас на работе. Ага. Так, ну что, друзья, блин, все-таки маленькие. Ну, давай тогда твои, что? Да, что-то не привык. Там мы сейчас больше будем разливать, наверное. Да, ну давай твои. Не будем изменять традиции все-таки. День России или не День России. Лучше поздно, чем никогда. Второй день Руси? Вот, Ага. чистенькая. Окей, окей. Это осадок же. Ну, давай тогда то выпьем с друзьями, а потом А мы перельем ведь. И посмотрим, сколько будет. переливать не надо. Да? А пускай тогда 3 будет им, а 2 нам. А, такая компания, что ли? А чего бы нет? Вообще будет круто. Да? Зачем? Я просто не знаю, как ты вот налил, как с ней пить. Я лучше вот так вот. Ну, почему переливать нельзя? Мы же с одной стопки, когда пьем, в кружку переливаем. О. Так. Так вот, не столько же ты бы наливал. Нет, больше. По плечике. Мы у, А краев у нет, друга да? вот такая была, ну, такие стопки же были. Мы пить, что там под язык попало, не попало. Мы потом вот так вот 2 брали, вот так. Извращались, короче, да? Да. Ну, тогда сам поливай тогда туда. Ну, вот сюда. Сам добавляй. Давай. У тебя лучше получается? Мы так будем до утра, а скоро уже это, Да. опять на рыбалку. А мы не спали сколько? Ты не спал Двое трое суток. Двое суток. Двое суток. Я сутки. Ну, 2 ночи, в смысле, 3 Да. дня и 2 ночи. Я одни. Но сегодня, может, поможет, может, уснем. В принципе, что, мы на рыбалку приехали? Мы можем... А рыбу-то, смотри, начала ночью клевать. Да. Может, мы завтра днем поспим, а ночью порыбачим. Ну, посмотрим, не будем загадывать. Все-таки в планах... Нам еще дальше ехать, да? Прошлый год я
до того намеченного места ехал, и не знаю, один раз только чуть-чуть доехал и все. Потому что пока все проверяешь, день кончается. Надо прямым ходом ехать туда и... А там много, да, этих, ну, избушек? Избушек там нет. Ниже. Ну, одна тут еще есть на том берегу и все. И деревня только и все. До деревни доехали, Димка, наверное, сегодня ждал нас. Ладно, друзья, отвлеклись от темы, давайте с праздником. С праздником. С Днем России. И с первой рыбалкой, с открытием, можно так сказать, летнего сезона мы открылись, Да. встретились. А у нас знаменательная дата, да? 12 числа. Как раз на День России мы встретились первый раз в жизни. Вот так вот живую. Так что как-то вот так будем. А ничего? Так, что? Говоришь? Сам поймал щуку, сами кушай, да? Да. Вот смотри, это только печорскую рыбу вот так можно. Мне кажется, в других регионах, где эти болезни свирепствуют, так съешь, наверное, свежепросольно сразу болеешь, да? Нет, у нас же тоже едят. М? У нас же тоже ловят и едят. Ну, сыктывкари. Тоже так же можно есть спокойно. У нас мы живем где? На севере. Ты на севере, я на севере, как бы, только чуть южнее живу. Но у нас реки-то не такие, как у них. У них там тепло постоянно. Да, конечно, там у них и сальмонеллы, и что там только нету, всякой болезни. Самое опасное, когда в мясе они съедают, и потом... А, ты щуку перепутал? Нет. Нет, говорит. Когда последний раз ел хариуса просольного? Не помню. Помнишь? Ну ел? Ел. Кто-то меня угощал. Один раз. А мы изверги, да? Измывайтесь каждый патч в каждом ролике дадим. Ребят, вкусная рыбина. Котлявая, правда, ну ничего. Хариус не котлявый. Супланит, наверное, просто взял. И рыбы без костей не бывает. Ой, спина устала. Раньше мог стоять с утра до вечера, хоть сутки, а сейчас все уже. Видишь, тут обзор. Ну ты как светло уже, да? Вообще. Можно красота. уходить, можно уходить. Можно что, да? Хоть поели и пошли. Рыбачить. Ну, Славка приехал, считай, на 500 километров, плюс еще здесь 500, 550 на рыбалку. Я никак не могу. До Печоры тоже 500 по реке, правда, 500. Все думал, меня приглашал Руслан Шемякин. Все никак не могу добраться. Руслан тоже молодец, простой. Это не то, что некоторые блогеры, не будем их называть. Не я, а года 4 назад, в то время еще один малоизвестный блогер, ну, он сейчас знает, про кого я говорю, попросился на рыбалку к более известным блогерам. Но для сравнения, у более известных тогда было около 18 тысяч подписчиков, а у менее известного где-то было около 2 или 3 тысяч подписчиков. Так. Он говорит, давай съездим на рыбалку вместе, ну что так. Это. Да ты что? Да кто ты такой? Да кто мы такие, блин? Мы там короли Ютуба, что ли, а ты кто такой? А, в общем, отказали. У них сейчас не намного больше подписчиков, а у того, сколько было меньше, сейчас намного больше получается. Десятки раз. Так они просто с обычных людей, не с блогеров, ничего. Просятся на рыбалку. Можете с вами там на рыбалку съездить, да? Знаешь, какая у них такса? 28 тысяч рублей. Чтобы с ними просто съездить на рыбалку. С этими блогерами? Да. Поесть уху с ершей. И за это заплатить, отстегнуть 28 тысяч. Кто со мной хочет поехать? Кстати, теперь твоя очередь ехать ко мне в гости на рыбалку.
Пускай будет какая она, не, ну, такая никудышная, но, пожалуйста. Куда? Тебе сюда положу? А если это все понимаю, потому что я тяжелый на подъем. Нет, я же не говорю тебе, прям давай сейчас, там, знаешь, Да. туда-сюда. Сейчас ты совсем... Зимой нет, зимой не получится. Зимой херовая у нас рыбалка. Зимой селедку эту ловить, да нафиг она нужна? А что ты это не ставишь, скажем, те же палки на наливы? Почему мы не ставим? Ставим, как не ставим? Мы ставим просто, ну, как-то получается. Вот в этом году ставили. Что-то как-то не Так не пошло. Андрюха же ловит вот этот вездеход комета. Так он где ставит? Ну, Он где-то на вычеге, наверное, ставит. А мне лучше бы на чем-то ехать. Мгм. У меня нет уже транспорта никакого. Ни машины, ничего. Я так. Тоже прицепом. Что-нибудь есть. Скоро Андрюха приедет, хотел. Не знаю, приедет, не приедет, но вроде собирался. Андрюха какой? Вездеход комет, который. А там еще... Наш Андрюх много. О, кстати. Что? Дрюни. Не У сегодня, него же- завтра. У него сегодня на завтра. У него сегодня на завтра. Ну У него как? сегодня, сейчас день рождения идет. Сегодня на завтра. Как можно А, понять сегодня на завтра? Это, блядь, что, Новый год, что ли? Дрюня. Я первый раз вижу день рождения сегодня на завтра. Да. Все же, это, как это, недосып. 14 июня, да? Нет, у него с 13 на 14, говорит, будет праздновать они. Ну, они будут... Получается, как раз получается, сегодня будет, и, ну, на завтра. Ну, они будут праздновать, но день рождения-то 14 получается. А может 13, я не знаю. Откуда я знаю, может у него сегодня? Я не знаю, и серьезно. Сегодня. Как бы то ни было, с днем рождения, Да. сил, здоровья, успехов в развитии бизнеса, канала и всего-всего-всего прочего. И чтобы приехал ко мне. Ты обещался, а до серии не собрался. Серьезно, вот до сих пор ко мне не приехал. Вы уже ездили 2 раза уже, да? А я к нему 2 раза уже ездил. Он до этого, до Гарри доезжал, а ко мне не доехал. Не просолилась еще это середина щуки. А там твердая, потому что, да? Не знаю. Ты же ее резал, или хребет-то этот, да? Да, резал. Кстати, вот его тоже немножко. Нам потому что так не порезали. Надо было вот сразу так порезать, и мы просто вдоль порезали. А вот если бы так кусками порезали, мясо бы еще и здесь просолилось. Точно? Да. Да я в этом не соображаю. Зато вид какой красивый был. Когда я вываживал. Зато последний, блин, все испортил. А мы что? Наливать надо? Наливайте, наливайте, мы что-то неправильно пьем, мы с тобой чокнулись, а косяк. Да. Я говорю, это недосып. У тебя уже 2 суток, у меня сутки. Сейчас уже получилось. Я бы на Получается, твоем месте, пока ехал в автобусе, поспал бы и все. а как? Я же тебе говорю, у меня этот адреналин херачит, ну, от того, что от ожидания, понимаешь, и ни хера не спится. Я тоже так сон посмотрел, мне спать осталось час. А ты мне через 30 минут уже позвонила. Ну и все, получается. А до этого я не знаю, что он не уснул. Вроде в Ухту ездили, вроде вымотался. После дороги я всегда засыпаю хорошо. В часе поспал, в 3 часа глаза 5 копеек, я сел комментарии отвечать и все. Ночь кончилась. 3-4 ролика ответил. Да, там, по-моему, на мой только раз 3 ответил. Ну, мы с тобой договаривались на рыбалку, чтобы я приехал. Так, столечко, да, половинку? Ну-ка, хочешь? Нам можно сегодня и полную. Так что наливай по полной. Да? Конечно. Вот это да. Друзья, не обессудьте. Не ради пьянки. Вот так вот А здоровье для. Вот так вот столичные парни-то пьют, блин. Не то, что мы тут
По чуть-чуть, да? Нет, почему я на рыбалке также? Просто, ну, с устатку можно и чуть-чуть побольше. Сегодня день заезда, в принципе, всегда ни о чем. День заезда никогда рыбы нету, если поймаешь на малосолку. А у нас, как ни крути, пол-ведра засоленной рыбы Ого, уже. килограмм 5, ты говоришь, уже поймали. 21 рыбина, блин. 21 рыбина. Уже... Килограмм 6, наверное, там, потому что больше половины. Хорошие экземпляры. Кстати, Окунь. да, мне только как начали там, да, в покше, в эту покше твои, да, и все. Покча. А, покти, да. И все. Все. Вообще не будем раскрывать тайны, где мы ловим. Нет, покча. Давайте, друзья, с вами. За вас. Вот так вот. Вот теперь, Будем здоровы, будем жить дружно. вот теперь по справедливости. Да. С друзьями. Устал и немножко такая расслабуха пошла уже. Ага, так хорошо. Нет, у меня душа радуется. Пусть рой комаров, да, пусть все такое. Сегодня закат солнца. Вот эта тишина. Пусть покапала, поморосила, пусть Да, комарил. ерунда. Зашибись ведь, да, вот это Да. летнее Вообще, тепло, да. футболки, не надо Мгм. печку топить. Мгм. Самое главное, да? Круто, круто. Есть поклевки, что? Ну не так, чтобы супер клев там или что. Надо половить нам. Ну да. Без труда не выловишь рыбу, ну не пусто же, и то хорошо. Ни ершей, ни малявку, каждый, считай, Ты вываживает. сказал, пока я не поймаю 40 этих, ты меня домой не отпускаешь. 40 литров, да? Осталось 36. Как? А, Он нам 34. А мне не ври. Почему? А нам же надо 100 литров. Ага. 100 не надо. В принципе, надо, у меня коптильня приехала, надо покоптить еще. Что коптильня? Или потом расскажешь. А что я могу и сейчас сказать? Хоп и смог. Все уже, у нас уже у всех коми-блогеров, наверное, она уже А, в это арсенале. деревянная у тебя или какая? Деревянная? Или Я такая? еще не открывал. Какая же, конечно, деревянная. Мгм. Ну, Ну, хочется тоже самому такую попробовать, потому что народ пробует, у них Ну, получается. Дрюня да. тоже такую выписал. Вот ему пришла. Вот он, Кто? Дрюня. Мгм. Вот он тоже ее, ну, как показывал на канале. А видишь? Только я вот не видел, что он что-то там делал пока. Он, может, ее куда-то берегет. Может, как раз на день рождения что-то сделает. Там, мяско, может, рыбку какую-нибудь закоптит. У меня рыба есть тоже соленая в погребе весенней, все. Она как раз уже дошла такая, в своем соку, нормально. Давайте будем. Да, давайте, а то мы тут мусолим, уже с вами чокнулись, а выпить не выпили. За вас. Так. Ну и чтоб не набирать долги по приветам, я, кстати, знаешь, собирал приветы, да? Сканировал, ну, это снимок экрана. Потом, что же я снимал на телефон-то? Камер не было, у меня даже снимала, смотрю, у меня телефон, память переполнена. Я беру все, не удалил. Компьютер скинул. Достаю, телефон пустой. Это сейчас мне опять надо все с компьютера доставать, по-моему. Ну, свеженькие пару штук, ну, немножко хоть почитаю. Буквально 2 минуты. Засекай. Поехали. Вон. Кстати, у моей дочери, вот сейчас увидел фотографии, вчера был выпускной вечер. Вчера. Вчера у меня был, да. Закончила 9 классов нашей поселковой школы. И аттестат без единой тройки. Так что я горжусь своей дочерью. Аплодисменты. Я рад. Очень доволен. Аттестат получила. Что-то человек 6, наверное, только без троек дали. Кого-то там не допустили к экзаменам, кого-то что-то, но вчера вот был выпускной вечер, она с аттестатом. Куда собирается поступать, пока говорить не буду, чтобы не сглазить, как говорится, чтобы не это. Все правильно. Ну, могу только сказать, что 2 или 3 места точно подаст документы, чтобы не получилось так, если куда-то не пройдет. Вроде и троек нет, но сейчас все Ну, по-другому. где лежит в каре? Пропускной балл. Ничего пока не буду говорить, да. Так, вот. Так, где наши приветы? Недавние. Вот. Давай 5 приветов. Будем каждый день по 5 приветов. Не по минутам, а 5 приветов. Давай. Вован
Ру. Здравствуй, Геннадий. Язи радуют. Вода в Печоре прозрачная, чистая. У меня родня в Мылве, в Троицке. Может, знаешь Валеру Казаченко? Ну, я ответил. Конечно, знаю. Мы на Логане, Рено Логан, у Валеры Казаченко, Рено Логан, как-то до Речного доезжали. Речной — это поселок в верховьях Печоры. На том стороне мы на переправе. Болото, лужи, это как бы все, мы в бродняк входим вот так вот, проверяем, лишь бы не утонуло. И посередине двери. Логан, кстати, вот такая вот машина. Понравилась мне тогда вообще. Первые Логаны были голубого цвета, такие еще угловатые такие. Ну, проходимость, конечно, поразительная. Мне впечатлило капитально. Я говорю, все, тоже куплю Рено Логан. Тогда они еще недорогие были. Что-то 1300-400, наверное, что такое было, наверное. Мне вообще здорово понравилось. Лежневка, не лежневка, песок. Единственный песок, вот 45 градусов гора такая, и песок вот такой зыбучий. И мы, знаешь, что сделали? Пилой выпиливали с сушняка доски и подкладывали под колеса. Вот. Проезжаешь дальше половину, эти убираешь так вот, как бы вот так. И поднимается профиль, да, вперед, да? Ну, потихонечку, да. Но передний привод, это же не полный привод, получается. Так что я знаю Вован, Валеру. Немножко мы также сидели в лесных избушках за рыбацким напитком. В сторону Якши ездили на речку Молог. Отдыхали, рыбачили, охотились. Вот такой человек, Валера. Мастер, сварщик, все такое. Ну, руки растут с того места, откуда надо. И потом он дописал, Комербак, родственник он мне. Тома, жена его, мне тетя. Увидишь, привет ему от старшего Никитина. Так что, Валера Казаченко, если смотришь мой канал, привет тебе от старшего Никитина. Вот. Племянник у твоей супруги. Угу. Поехали дальше. Так. Стас Фурсов. Я тоже с Тамбова. Желаю вам здоровья, счастья, успехов и самого наилучшего. У меня знакомый с вашего региона. Республика Коми, Печорский район, поселок Березовка. Передай ему привет. Он от меня. Он тоже тебя смотрит. Привет от Стаса Фурсова. Передал. Правда, я не понял, кому привет? Поселок Березовск. Знакомый. Знакомый Стаса Фурсова, получается. Я надеюсь, знакомый смотрит тоже мой канал, и он поймет, о чем идет речь. Андрей Димов. Дядя Ген, если можно, передайте, пожалуйста, привет моей дорогой семье, сыну Степе и жене Лене из Шелопугина. Смотрю каждое видео, наверное. Лайк сразу. Я написал, передам по возможности. Возможность вступила, и я с удовольствием передал привет. Ну и на сегодня крайний привет. Это Франсис Жерар Депардье. Как обычно. Привет, Геннадий. Я первый, кто лайк и коммент поставил. Привет из Франции. Ивана, подтягивай. Ой, друзья, вы еще... Многие, конечно, уже знают, но еще не все. У Ивана теперь есть аэроустановка. У меня уже есть материал для ролика. Скорее всего, когда сегодняшняя рыбалка выйдет в свет, тот ролик уже будет на канале. Так что вы уже увидите его на установку. Так что можно мне не говорить было. Ивана подтягиваем. Ну и не забываем рыбацкого. Славян, не забываем рыбацкого. Передай от меня и себя привет. Передай от меня и себя привет Батыру из города Реймс. Это во Франции. Можно и то сказать. Он тоже рыбак. Вот как раз налит рыбацкий напиток. На сегодня это крайний комментарий. Слушай. Батыр из города Реймс. Огромный привет тебе от Франсуа Жерар Депардье. От меня лично. От Славяна. И респект. Тост. Какой тост? Я, конечно, как это приключения Шурика не могу тосты такие рассказывать, но... Про этих? Да. Про орлов? Орлов, да. Да, взвившихся у неба. Не могу, но если, видишь, просто
По коме сказать кузнем да буршут, это тоже тост. Что-то коротко. Да, все хорошо. Ни хвоста, ни чешуи тоже не то. Тем более... Скажем, тост не подготовлен своими словами. Во-первых, чтобы жилось так, как хотелось, но в то же время, чтобы и люди о тебе были доброго мнения, это раз. И до третьего, четвертого поколения вспоминали тебя добрым словом, а не наоборот. Чтобы добрая молва шла, вот, а был вот такой вот хороший человек, то-то, то-то, ты жил тогда-то, тогда-то. 3-4 поколения прошло, есть такие люди. А есть такие люди, которых вспоминают, о, боже упаси, он, слава богу, там ушел там туда-сюда. И дети страдают, и внуки страдают, и правнуки страдают из-за того, что тот человек, их не предок, был таким нехорошим, можно так сказать. Натворил. Так что вот поднимем тост, чтобы таких вот нехороших людей было меньше. Они будут. Они, несомненно, всегда будут. Без этого никак. Всегда противоположность. Есть, как у нас учили, борьба противоположностей. Есть хорошее, есть плохое. Есть плюс, есть минус. От этого никуда не уйти, оно всегда будет. Но давайте выпьем, подниму свой бокал за то, чтобы плюс положительных было всегда больше, чем отрицательно. Пусть этих говнюков будет намного меньше. Вот такой вот короткий тост. Батыр. Батыр правильно, да? Да. Будь здоров, долгих лет жизни, счастливой жизни, здоровой жизни, чтобы все получалось, чтобы все моглось и все хотелось. Всем привет, ну и всем пока. Давайте сегодняшний день уже заканчивать. Я не знаю, одна часть или две части получится. Слушай, я знаешь, что хотел попросить тебя? Давай еще 2 комментария в честь праздника. 2 комментария. Ну, В честь праздника. Пусть будет еще 2. слово Пускай гостя, будет 7. слово гостя закон. Сейчас по маленькой и еще 2 комментария. Пусть людям будет. Тем более 7 моя любимая цифра. Будем. Вот видишь. Значит, я отгадал. Крепкий. Кстати, первый спиртной напиток, что я употребил в жизни, Ага. был коньяк. Крепкий. А я когда в общаге учился, меня старшекурсники угостили. Угу. Ну тут настоящий коньяк, вот белый айс, который был. А-а-а. С кружки, помню, эмалированный. Тоненькая бутылочка, которая, да? Вот с такой кружки вот. Это моя кружка, что сделала. По чуть-чуть вот так наливали. И решили это с пивом разливным, вот это с светукашком. А я был маленький, худенький. После 8-го чего поступил? Там сколько мне? 15 лет, наверное, было. После 8 14 лет. Сейчас скажу, если 7 лет мне было, когда я пошел в школу, плюс 8, 15 лет. А, 15 лет тебе, да. 15 лет мне было. Но это было после Нового года, где-то 15,5, может быть. Меня не пригласили в комнату. Там родственник учился тоже, старший курс уже после армии. Ну что, Геннадий, попробуешь? Да, и я никогда не пробовал. Ну давай попробуем. Вот мы выпиваем туда-сюда. Ну, и, видать, хотелось казаться взрослым или что-то, я не знаю. Ну да. Курить меня было не уговорить, я курить так и не закурил тогда. Я закурил только уже в 17, наверное, перед армией, только начал баловаться и потом армию закурил. А в тот раз почему-то попробовал, вот отлично помню, похожий вкус вот этот, запомнил вкус. Потом пиво, потом мне что-то похорошело, а потом поплохело. Буквально раза 3, наверное, выпил, мне стало плохо. Ну что там, 50 килограмм веса, это такой пиздец. Это ты ерша, да? Да, пиво разливное и коньячок. И после этого я Конечно. понял для себя одно правило, что спиртное это плохо. И года 2, наверное, я, Не подходил к нему, да? нет, это перед армией я буквально только начал уже, когда более-менее казался. Проводы, да? На проводах мама увидела у меня то, что тогда же по талону водка была. Ну да. И на провод выдали 3 бутылки водки, ящик или 2 ящика вина
в бомбах вот это, не помню какого, ну, советского, они, вина-то хорошие были. Вино были раньше хорошие. Да, не самогон то, тогда не гнали, и в принципе хватило, потому что водку пили только я, двоюродный брат у меня еще что- какой-то Да, человек. нас как гнали. я. Нас гнали. И все, и мы, мама такая, вот, думала, мой сын не пьет, а вот пьет. Я говорю, мам, я говорю, уже в армию беру, значит, я говорю, уже взрослый. Какой ты, говоришь, взрослый, говорю, господи. Правильно, для своих родителей всегда были маленькими. Согласись? Так и есть. Вот. А потом вот научился курить, все время хотел бросить, и горжусь, что я уже 5 лет, у меня ни одной затяжки. 5 лет? 5 лет, О, да. У меня больше. У меня больше Тоже 15, курил, что ли? 15 лет у меня уже. Больше 15 лет я не курю. А курил, что ли? Конечно, я курил. Ты чё? М. Я курил, я начал курить тоже в ГЭП пошел восьмерку Я думал, учиться. вообще не курил. А? Я думал, вообще не курил. Да ладно, ты че? В ГЭП пошел восьмерку учиться когда? И там начал, на свой день рождения первый раз закурил. Что, все курят? Да я тут тоже че? Затяжку, хоп, я помню уже, голова закружилась, все опьянел, да нафиг надо. И потом понеслась душа в рай, как говорится, не поделишься. Можно, да, кусочек хариса тоже съесть? Пожалуйста. А, нет, я голову. Кстати, всем, ты голову. должен еще привет и два передавать. А, точно. Да. А ты должен налить по стопарику. Почему думаешь? Я обязан. Так что у нас сегодня вот такая долгая... Нет, скорее всего, эти будут 2 части. Первая часть будет рыбалка, вторая будет посиделки. И пусть смотрит, кому нравится, смотрит ту или иную А у меня часть. будет побольше частей. Нет, это первый день, я говорю, имею в виду. Так, ну что, поехали дальше. А, первый день? Ну, понятно. Так, дядя Гена, если можно передайте... А это передавал. Ты уже читал? Шелопов. Ремесла и промысел Сергеем Башко. Привет, ничего себе вы обгорели оба. Это у нас еще, наверное, там весновка была. Угу. Нет, мы весной всего-то 2 раза фуфайку расстегивали. Да и сейчас не жарко. Так и снова негодование. Еще одна серия, где вы смачно чавкаете и плямкаете. Отпишусь к Елене Фене. Гидрейфи, да? К Елене К Елене, да, Фене. написал, да? Разве можно так над православными издеваться? Можно. А Можно. я ему написал, я говорю, ну если к Елене, то можно. Он такой, ты гребаный Т9, к Едрене Фене, говорит. Серега у меня вот такой вот друг, кореш Донбасса. Ну, мы знакомы заочно, но я уверен, точно, если был бы Серега здесь, Да. мы бы, хотя он не употребляет рыбацкий, но с нами бы он маханул пару стопок этажерин. Правильно, Серега? Жду ответ. 100% чего. Слышишь же, говорит, 100%. Так, ну и Да, на сегодня. завершение. Заключительное. Все, заключительно это понятно. У меня тут много чего. Хочу поблагодарить как бы Александр Мазай организовал, не организовал, ну как бы взносы на камеру своих подписчиков сделал, и мне начали поступать денежные переводы. И хочу поблагодарить. Это Серега Токарчук, это вроде бы Сергей Аврамович Токарчук. Перевел денежные средства. Сумму не будем говорить какие, чтобы не обижать ни тех, ни других, но сумма не маленькая, скажем так. Взнос на камеру Сергей Токарчук. Огромное спасибо. Это вроде бы, если мне память не изменяет, Калининград. Это через Мазаем, получается, познакомились. И теперь комментарий всегда. Серега, огромное спасибо. И как бы прошу в нашу компанию, как говорится. Ну, далековато, конечно, но дальше, чем 500 километров. Ну, Потом меня не будет в вашей компании. Я же уеду домой. Так, Михаил Михайлович М. Перевел денежку туда. Это, наверное, Михаил Малышев. Я даже начинаю тренировать память по фамилиям. Если я ошибся, прошу меня поправить и исправить. Благодар. Спасибо. Это Серега, Сухты, перевод был у меня. Спасибо, Серега. Канал Рыбалка и охота Республики Коми. 15 июня хотел приехать сюда. Не знаю, приедет, не приедет, но работа. Это пока до пенсии им далеко.
Ну, рыбалка будет, потому что Серега мне хотел помочь. Ну, уже практически. Морозильник уже куплен. Купил морозильный ларь. Мгм. Заказали, ждали, дождались скидки. Серега мне отгорел и говорит, да, купим. Говорит, нет, 24 это дорого. Будут скидки, купим. Потом мне он позвонил, стали скидки и купили за 19. Вот морозильный ларь на 250 килограмм. Ну, лежачий который, да? Да, и вот сейчас, когда он приедет ко мне, говорит, все уплочено, я денежку отправил ему, он уплатил. И привезет мне морозильный ларь, и как бы уже будет Как бы проще. сейчас бы ее бы сюда не хватает. Спасибо, Серега. Привет. Так, Николай. и вот на камеру удачи перевод, да, еще денежка пришла. Виталий Анатольевич Г. Перевел вам, не буду говорить сколько, на камеру удачи. Спасибо большое. Вера Ивановна П. Вот у меня был заскринен же Прокофьев, не Прокофьев. Ну, прошу прощения, но у меня память очень плохая. У меня голова вся в дырках, так что говорю вам сразу, у меня шрамов где-то 15, наверное, в голове только. И память у меня очень плохая. Я не запоминаю текста песен, слов. Не запоминаю. Ну, отлично помню доброту людскую. И хочу выразить огромную благодарность тем, кто мне помогает. И хочу попросить еще, если будут поступать такие переводы, ну, помощь там на камеру, в комментариях, пожалуйста, укажите фамилию, чтобы я знал, кого благодарить. Город, фамилию, имя, отчество-то есть в переводе уже. И взнос на камеру. Потому что вот я сейчас дальше иду. Вот. Михаил Михайлович М. Второй перевод пришел. Мгм. Это Миша Малыша, второй перевод. И самое главное, но тут без, я не знаю, вот как это. Можно тут даже озвучить цифру. Просто перевод от Сергея Николаевича Е. Пришел перевод 5000 рублей. Я не знаю, без комментариев, без ничего. Вот Сергей Николаевич, даже фотография вот есть. Мгм. Сергей Николаевич Е. 5000 рублей. Не написано, что на камеру все. Я не знаю откуда, я не знаю с какого города, ничего. Сергей Николаевич, это огромное, конечно, спасибо. И я не хочу оставаться не то чтобы должен, не должен. Просто дай о себе знать, напиши мне в личку ВКонтакте. Номер телефона скинь, да? Да, или номер телефона. Я отблагодарю по-своему, со своей стороны тоже. Получается, если это 5 и там 2-3, где-то около, получается, 8000 у меня. Кто-то мне спрашивал, да, Миша спрашивал, кстати, как идут дела со сбором средств 8. Если покупать 8-ю модель, она стоит 31 или 32 тысячи. Если покупать 9-ю, она стоит 40. Разницу я еще не знаю. А почему ты не хочешь Соньку, которая вот 30 Соньку тысяч? я не хочу. 30 Это, тысяч. мне вот это вот, ну, неудобно для меня это. Я привык вот так вот, Ну, зато чтобы... она самая. Не, почему самое? Самая-самая. GoPro не уступает ничем. Да ладно. Не, Не. все уже, даже блогеры говорят, что она самая лучшая камера. В GoPro, вот, которая у меня утонула, единственный минус, самый единственный минус, то, что она бывает глюки и долгое включение. Вот надо включиться, да? Она не сразу включалась. Это единственный минус. Бывает долгое включение. Может быть, это камера глюканутая. Может быть, то, что говорят, прошивать надо или еще что-то. Все остальное, стабилизация, звук, шум. У меня даже ветра там не было слышно. Я не знаю, какие там перегородки стояли. Но я такого шума не слышал, как это четверки слышу. Четверка просто невозможно. Небольшой ветерок, все, ничего не слышно. Да, когда бывает что даже как тормозит, да? Когда он Но это, да, это от карты памяти или от чего-то она, да, подтупливает, конечно. Самая лучшая камера, вон она. У меня. Нет, ну я тоже сиджикам пользовался. Нет. Нет, мы отошли от темы, Да, в общем, вот именно. да, Вы нас не слушаете. Я перебил. попросил 2 комментария, а получилось, нет, 2 комментария ты сказал, ты просто сейчас Степе же не решил. Так, читаешь совсем другое. Я же забуду, потом опять буду, надо потом это... Нет, я достану, конечно, я готовился именно к летней рыбалке, готовился, что я где-то возле костра буду передавать привет и посвящу
целый ролик, где-то минут на 20-30, именно приветом. Но, ну, пока не получается. Потому что выезд, вот это у меня первый выезд, вода упала, это уже у нас лето, несмотря на календарное лето, то, что оно всего-то у нас 12 июня. В это время я обычно еще ловил на продольнике, а теперь у нас уже полное лето, вода уже летний уровень. Мы Я не сегодня, знаю, мы сегодня застряли, блин. Я не знаю, что творится с природой. Полный бардак. Но несмотря ни на что. Сегодня встретил одноклассника, встретил с братом, ловил щуку, и он мне говорит, вода еще маленькая, ой, большая, да? Говорит, еще, я говорю, куда А я меньше? же не понимаю. А, покойный, да, Да, покойный я говорили. спокойно, да. Говорит, вода еще большая, вот вода упадет, тогда пойдет щука. Они выехали на щуку, и что-то, говорит, одну или две поймали. Мы сегодня тоже две поймали. Мгм. Значит, мы не последние рыбаки, правильно? Че? У них Харизу ни одного? У нас. У нас Хариус, Во! да. О, да. Во. Так что мы можем, если захочем. Мы можем? Это, Я мы, приехал это неделю. мы выехали в 4 часа вечера, да, что грубо В говоря? 3. Три. С Покши. Да. А если, не пока мы там походили, мы же там ловили Да. еще. Мы же начали там ловить. да если бы мы там ловили, у нас бочка была бы уже. Не говори. А зачем? Мы лучше подальше Да-да-да. от дома, Чем дальше, тем... тем симпатичней рыбалка. Ладно, друзья, давайте пора закругляться. Вот лучше бы так, вот такие вот посиделки лучше делать в прямом эфире, да, если качество позволяет. Да, да, кстати. Ну там надо будет следить за базаром туда-сюда и все такое. Но Нет, там же Это- можно написать. это лучше. Это не надо монтировать, это не надо вырезать, это все. Это все круто. Прямой эфир мне нравится во Там всем. будут люди спрашивать, разговаривать с тобой. А, ну Сразу вот писать, это надо. будут писать, вернее, будут писать. Ну надо, да, отвечать. Но я не умею. Я не знаю, кто меня научит, но я не умею эти прямые эфиры вести. Я могу вот только так. Нет, там же у тебя же есть на ноутбуке камера? Есть. Ну, все, что? Нет, надо программа. Я могу вот только так в телефоне, а у меня зрение слабое, я вот это уже не вижу, допустим, вот это, да. Надо покрупнее мне. Я в 44 года я потерял зрение в командировке. И у меня теперь уже получается или старческое, или что. Как бы все нормально. Старичок. Да, старичок. Ну, старичок, не Нам что до старичок. пенсии, как до Китая пешком. А- Вернее, мне. А вот коленные суставы и зрение, да, оно уже как бы не бывает ничего идеального. Ну да. А как же, изнашивается, организм изнашивается. Я вроде там стараешься, и утреннюю гимнастику, и все такое. А Все равно. ничто не вечно под луной. Ладно? А у нас луны давно уже не было. Только смотри, белые ночи. Не, красота. Все-таки здесь красивее. Там, если бы мы туда поехали, там густой лес, тайга, Ага. комаря еще было бы больше. Неуютно. Тут как-то все-таки роднее. Так что спасибо, Серега, спасибо, Саня. Зимой не получилось у меня, что планировал, но это из-за структуры льда, вот то, что опасные дырки здесь были. Я просто не знал, как здесь лед замерзает. Оказывается, вот сюда струя бьет и выходит, и лед промывает. И очень опасно. И глубина 4 метра с большим течением. И я выбрал безопасный путь. Я вот на остров и по острову по песку. Вот. Опасно, опасно. Торосы, лед, это про... Я туда-сюда проехал, Не стоит рисковать. Нафиг. неделю поездил, смотрю, у меня тут полыня, там полыня. Начали. Вроде и мороз, только снежок выпал, начал промывать сразу же. Я не думаю, это неправильный путь. И зря копал я эту просеку, наверное, то, что помнишь, да, копал? А, Ну, зря, не зря, все, что не делается, все к лучшему. вот именно. Все, давайте закругляться. Нам тоже надо немножко отдохнуть, завтра нас ждет, Сегодня. сегодня, да, ждет Сейчас 53 уже. день, скорее всего, я думаю, еще пока сегодня тучки не так жарко будет, но порыбачим, порыбачим. Все будет, друзья. Сегодня еще купаться обязан. Ну, Славка хочет купаться, я купаться не очень. Так что летняя рыбалка начинается. Очень рано, уже многие начали очень давно. Ну, мы начали сегодня, и мы ее начали. Неплохо, считай. День заезда, пол-ведра рыбы уже есть. Да. Завтра будет 1,5 ведра, вот вспомнил. Да ладно, больше. Сколько нам сорока, как у кукушка накуковала ведер? Я говорю, кукушка, кукушка, сколько мы ведер поймем? Штук 16 кукукнуло. Если не Только, больше. только с перерывами через 5. На обед.
Я говорю, а что так мало? Ко-ко, ко-ко, ко-ко. Вот. По полведра, короче, добавляла. Да, по пол-литра, да. То есть, получается, не всегда хорошо клевать будет. 2 раза, да, 2 раза ку. Давайте будем, друзья. Давайте за вас. Опять напишут. Есть ролик, пьянка. Иди. Далекий от мира сего. Почему есть ролик это пьянка? Рыбы? Так иди покажи им, сколько мы рыб поймали. Это, Чтоб поверили. друзья, прям, о, харюзина. Самое вкусное в харюзе это голова. Вот это башка. Глаза, это вообще прелесть. Опять, кажется, мне достался. Я, кстати, не заметил клопов в рыбе. Не было. И это здорово. Вроде вода теплая уже, да? Значит, это- недостаточно теплая. Это ж харюз, да? Да. Хочу у него эту. А клопов еще нет. Ну хорошо. А малька дохлого я сегодня видел уже. Плыл. Не Я знаю. тоже. Видел, да? Вот когда я эти искал, прозорники-то. Малек дохлый был. Видать, уже не есть гуд. Ладно, все. Да. В чем тратить время? В общем, как-то вот так вот. Без песен, без плясок, уставшие, но с отличным настроением. Для меня-то это привычно, а вот Славику как Печора? Я же на Печоре был уже. Я же был на Печоре, в городе Печоре, на Печоре. В Я городе рыбачил. Печоре на Печоре, а в городе Троицко-Печорске на Печоре ты не был. Не был. Покча ты не был. Не был. Все-таки новые места это Да, красота. нормально, да? Класс, мне, да, вообще мне нравится. Тем более, а такого Харюса ты ловил вообще, нет сам? Такого нет. Нет еще? Мгм. Это у тебя рекордный получается, да? Мгм. О, поздравляю. Ну вот, все, что не делается, все к лучшему. Так еще будет больше. До свидания, друзья. До встречи на канале Всем пока. Коми Рыбак и Сыктывкар Сыктывкар Фишинг 11. Всем пока. Пока, друзья.